Увазе наведвальнікаў графічнай работы народнага мастака Беларусі Васіля Шаранговіча, вядомых беларускіх мастакоў Рыгора Віткоўскага, Уладзіміра Басалыгі, Анатоля Тычыны, Івана Пратасені, Сергея Романова. У іх творах закранаюцца тэмы партызанскага і падпольнага руху пасляваеннага адраджэння. В этой части экспозиции на Раковской представлены некоторые предметы, материальные свидетельства тех лет, но связанные с трагическими событиями, именно с массовым уничтожением местного населения. В частности, это предметы из раскопок на территории лагерей смерти Благовщина и Тростенец. Эти раскопки были проведены Национальной академией наук, Институтом истории. Вот они там и хранятся, но для экспозиции были переданы. То есть это в основном личные вещи узников этих лагерей. Ну а также представлены несколько предметов с территории Минского гетто. Как известно, Минское гетто – одно из крупнейших на территории Европы. Тема вызволения Беларуси и города Минска раскрывается праз стендовую экспозицию про операцию «Багратион». Планы, схемы, фотографии и документы сопровождаются текстовыми комментариями и допомагают зразуметь масштаб и значение этой операции у истории Великой Айчинной войны. В экспозиции представлены уникальные предметы. Это эскизы, которые подготовлены художником Сергеем Романовым к книге «У нашей столицы» 1954 года авторства Алексея Кимовича. В общем, этих книг не так много сохранилось из минских библиотек. Вот мы обнаружили только в Национальной библиотеке эту книгу. Она, в общем-то, посвящена первому послевоенному десятилетию. Как известно, город Минск был разрушен практически на 80% по официальным сведениям. И восстановление города шло такими очень быстрыми темпами, и уже в этой книжке мы можем видеть рисунки, как бы город новый, да, город построенный после войны. Наведаць другую частку проекта «Память поколенияў» у выставочных залах на Ракаўскай 17 можно до 1 верасня.